Друзья, я всех приветствую, меня зовут Артем, и начиная с этого выпуска я буду показывать и рассказывать вам про свое путешествие во Францию, из которого я недавно вернулся. Но для начала подпишитесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие выпуски, тем более у меня будет достаточно большой цикл видео про Францию. Не откажусь от вашего жирного царского лайка, за него отдельное спасибо. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Так вот, прежде чем отправиться во Францию, для этого я подсуетился, чтобы получить французский Шенген. Я отправился в Москву, во французский визовый центр, который находится на проспекте Мира, чтобы подать документы. Но сейчас, знаете, выбить слот для записи на подачу документов очень сложно. И многие обращаются в туристические агентства. Но я нашел телеграм-бота, который за 10 тысяч рублей меня записал на 14 августа. Правда, был прайм-тайм, за это нужно было немножечко отдельно заплатить, но не страшно. По итогу я полетел в Москву, подал документы через вот этот французский визовый центр. В принципе, как я это делал всегда, без обращения в туристическое агентство. И через 10 рабочих дней мне пришел конверт, в котором лежал мой паспорт с одобренной визой. И я, конечно, очень сильно этому обрадовался. И уже дальше стал планировать свое путешествие, которое изначально у меня началось чуть позже, из республики Ингушетия, в которой я находился. Далее на машине я доехал до международного аэропорта в Минеральных водах, и вот там, на паспортно-пограничном контроле, у меня произошла заминка. Меня в очередной раз отвели на дополнительную проверку документов. Все дело в том, что мой канал не только про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю, но еще я в прямых эфирах и в некоторых своих видео обсуждаю политические, геополитические, межнациональные темы. Плюс я нахожусь в списке «Миротворец», который запрещен на территории Российской Федерации, за свою пророссийскую позицию. Об этом я много раз рассказывал. Но я с успехом прошел эту дополнительную проверку, мне поставили долгожданный штампик в паспорт и пропустили. Дальше я авиакомпанией «Азимут», которая, кстати, опоздала, долетел до Еревана. И там у меня была как раз-таки пересадка 5 часов. И в отличие от паспортно-пограничного контроля у нас в России в Минеральных водах, паспортно-пограничный контроль в аэропорту Еревана я прошел буквально там за 10 секунд. Ничего не спрашивали, поставили печать и все. И вот когда я ожидал следующий рейс в Париж, мне было приятно слышать, что в аэропорту Еревана информацию озвучивают на 3 языках. На армянском, как на государственном языке, на самом главном в Армении, на английском, как на международном, и на русском. О чем это говорит? Это говорит об уважении Армении к России и к россиянам, которых достаточно было много в аэропорту Еревана. На сегодняшний день он, как и Стамбул, является таким крупным пересадочным пунктом для нас, россиян, который связывает Россию с Европой и так далее. Ну, в целом, с западным миром. И вот некоторым странам, я не буду их называть, нужно поучиться у Армении межнациональным отношениям и как нужно дружить с Россией. Казалось бы, мелочь, но на самом деле это очень-очень приятно. Поэтому армянам всем за это большое спасибо. Ну, а дальше я прошел опять пограничный контроль, проверили визу. Я сел в самолет французской авиакомпании «Трансавиа» и успешно долетел до Парижа. И, конечно, там уже в Париже на паспортно-пограничном контроле пришлось понервничать, потому что я видел, как некоторых, правда, армян задерживали на границе, потом куда-то уводили, и я не понимал, по какой причине, пока не подошла моя очередь. И когда я подошел к окошку, дал свой паспорт, у меня попросили обратный билет в Россию и бронь отеля, в котором я буду проживать. Я, конечно же, все это заранее распечатал, подготовил и отдал. Мне поставили печать и пожелали мне, причем по-русски, хороших впечатлений. К России очень хорошо относятся во Франции. Я это убедился с самого порога. Поэтому, если вдруг вы отправитесь в какую-то европейскую страну, обязательно распечатайте обратный билет.
его не обязательно выкупать. Вы хотя бы забронируете и распечатайте, да, ну и, соответственно, вы должны показать бронь отеля, где вы будете проживать. Потому что сейчас Европейский Союз борется с нелегалами. Это не только такое отношение к россиянам, это ко всем, да, туристам, которые не являются резидентами Европейского Союза. И вот таким образом, да, я проделал путь до столицы Французской Республики, до Парижа. И в Париже меня встречал руководитель ассоциации ингушей Галгай-Глигви во Франции Микаил Костоев. И для новых моих подписчиков я хочу объяснить, почему именно опять ингуши, и почему так их много в моей блогерской жизни и в целом в моей жизни. Все дело в том, что я с ингушами знаком почти 7 лет, и в моей блогерской деятельности есть отдельная рубрика про Ингушетию, где в ней я рассказываю, показываю про жизнь ингушей, про их уникальную культуру, традиции, обычаи, историю, ну и так далее. Поэтому ингуши меня знают не только у нас в России, но и далеко за ее пределами. Так Микаил меня встретил не один, а со своим азербайджанским другом Магомедом. И меня, так сказать, дальше увезли в пригород Парижа, в Иль-де-Франс, так, по-моему, все это называется. Разместили в отеле. И дальше, после того, как я отдохнул, на утро мы встретились, и Микаил рассказал о своей ассоциации, чем она занимается во Франции, какие проблемы испытывает. И мне было с интересом все это послушать. И вот прямо сейчас я хотел бы показать и вам, да, наш разговор, и вы тоже узнаете, чем же Микаил занимается там во Франции, плюс как он, да, сохраняет ингушскую культуру и распространяет ее за пределами России, в той же Франции. Думаю, больше всего будет интересно ингушам. Микаил, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Это Магомед, он азербайджанец по национальности, и вы вместе, да, я так понимаю? Вместе. Микаил мне Вместе рассказал. Работаем, вместе трудимся. В ассоциации. В одной сфере, в одной ассоциации даже, сказать. Даже по работе у нас вместе в охранной системе, в security, по-французски, как бы сказать. А вот так и занимаемся. Вот. Микаил, в начале ролика я сказал, что мы находимся сейчас не в Париже, а в пригороде. Как называется? Это пригород Парижа по оси. По оси? Да, по оси, город такой. Он недалеко от Парижа сам находится, очень такой чистый, хороший город, как бы сказать. Ну что, тогда прокатимся. Я думаю, людям сейчас будет прокатимся интересно. по дороге, кое-что увидим, снимем и по дороге будем говорить. Да, и хорошо. заодно доедем до дома, чтобы вместе сесть за стол. Да, все. На обед. А машина-то непростая. Это у нас Audi. Красивая машина. Audi A7. Да, Audi A7. А еще я здесь увидел азербайджанский флажок. И не просто азербайджанский. Вы сейчас поймете, когда я сяду в машину, о чем я говорю. Ну, куда без Ингушетии? Здесь я заметил ингушский значок один, второй, потому что, как я уже сказал, Магомед тоже входит в ассоциацию. Магомед является пресс-секретарем Даже- ассоциации, ингушской ассоциации Галгай-Глигви во Франции. Ага. Видите как? Поэтому дружба народов – самая главная тема. Да, Ну без что, этого пока никак. Магомед с парковки выезжает, я тогда буду задавать Микаилу разные вопросы касаемо ассоциации, которая называется… Галгай-Глигви. А что это значит? Галгай – это Галгай, Глигви – Это это с грузинского. Тоже переводится то же самое слово Галгай, но на грузинском. Ага. Ну, Галгай – это ингуши, Да. само название ингушей. Глигви а то же самое. Глигви- Ингуши – это просто по-исторически некоторые факты мы нашли, что грузины называли ингушей Глигви. И вот объединили эти два слова. Микаил, как вообще у тебя появилась и зародилась идея здесь, во Франции, да, в Париже сделать эту ассоциацию? Как ты к этому пришел? Но как таковой культурной ассоциации Иль-де-Франс, это Париж, пригород Парижа, не существовало. И как-то мы посетили одно культурное мероприятие, где видел, что на этих проектах очень много людей рассматривали картины, истории других народов. И вот эта идея у меня появилась чисто поэтому. Почему мы не можем этого сделать? Почему мы не можем свою культуру показать? И вот с этой идеей я начал искать себе единомышленников, искать сторонников, которые меня поддержат в этом проекте. Да, действительно, сначала было очень много
вопросов, как это все сделать. Но потихоньку, спрашивая советов, сами искали в интернете, наблюдали, как другие народы в ассоциациях занимаются этим делом. И вот потихоньку начали, вот 3-й год занимаемся этими действиями, культурными проектами, объединяем, сохраняем. Вот главная цель была сохранить культуру ингушского народа за пределами республики, особенно в Европе, где нас, как бы сказать, когда мы называем, что мы ингуши, про нас не знают, имея к тому же очень богатую историю. Как часто здесь проходит у вас мероприятие? Как часто вы собираетесь? И в целом, сколько человек входит в ассоциацию? В ассоциацию буквально входит не более 15 человек, к сожалению. Учитывая количество ингушей, именно в ассоциацию Галгар-лиги очень мало людей входит. Почему? По некоторым причинам. Некоторые как бы не видят в этом смысла. Есть такие почему-то. У некоторых как бы смотрят, типа, это не религиозная тема, нам это не интересно. Но у каждого свои интересы. Заставлять кого-то, естественно, не получается и нету желания. Но так как на мероприятие приходит, у нас год-дважды мы проводим мероприятия по погибшим 1992-1944 годах, по погибшим. Проводим мероприятия, воздаем милостыню, память погибшим. А так, культурные проекты мы проводим каждый сентябрь. Мы участвуем в День ассоциации уже 3-й раз подряд. Это проводит администрация города. Также мы проводим 2 культурные выставки в год. Это уже стабильно. Но в других мероприятиях мы сами участвуем по приглашению другим ассоциациям ходим, которые также проводят. Из них есть казахские, киргизские, азербайджанские, вот часто нас приглашают. Есть и также принимаем участие в форумах ассоциаций соотечественников России, которые проводятся в посольстве Российской Федерации. Вот, как бы сказать, куда приглашают, по мере своей возможности мы ходим. Иногда вот по работе не можем принять участие, к сожалению, смены не можем поменять, или бывает слишком поздно узнаем. Вот все по-разному бывает. Смотри, мне бы хотелось еще поговорить на такую тему. Вот ты говоришь, входит 15 человек. Желающие, так сказать, много было сами как-то вышли через Инстаграм, либо через другие социальные сети? Или как ты их нашел? Вот, ингушей? Те, которые состоят в ассоциации, да? Не только ингушей, вот Магомед же... Ну, Магомед азербайджанец. Когда вот зародилась идея создания культурной ассоциации, вот у нас проблема была в том, что сначала говорят одно, потом по слухам, по духам, по каким-то уступкам люди не продолжают свою деятельность, а кого-то там боятся обидеть или кого-то там задеть, меняют свои функции. Поэтому многие люди как бы говорят, мы начинаем говорить одно, а потом в итоге получается совсем другое. Мы это не можем, мы это не хотим, но кто как занимается, это каждого какое дело. Я, когда не смог найти определенное количество для создания ассоциации единомышленников, естественно, попросил вот своего коллегу по работе, мы еще вот на работе, да, вместе, Магомеда. Так как у него азербайджанец, я его попросил, вот тебе это не помешает, так я хочу создать ассоциацию, но мне нужны помощники, единомышленники. Он сказал, что вот поддержу тебя в этом плане, что он и делает в данный момент и продолжает все время. Вот знаешь, я в 2021 году был в Казахстане. Ты, наверное, смотрел мои ролики, да, по вопросу как раз-таки репрессий. Встречался со многими ингушами, свидетелями тех несправедливых событий, которые пережил твой народ. И я заметил единство ингушей, чеченцев, да, в Казахстане. Они там друг за друга, так сказать, горой. Вот. Ну и, в принципе, есть же такая русская фраза «пока мы едины, мы непобедимы», да? Ну, да. Вот вы здесь живете во Франции. Сколько лет ты уже здесь живешь? Я здесь проживаю с 2008 года. С 2008, да, 17 лет. Это уже достаточно большой срок. Да, очень. Уже есть, как я понял, в твоей ассоциации тоже ингуши, большая часть. Вот что ты можешь рассказать про единство ингушей здесь, в Париже? То есть вы едино здесь живете или здесь каждый сам за себя как-то... Есть и те, и другие. Есть, которые в единстве, очень даже вот объединяются, еще больше пытаются даже подкинуть идеи, больше объединить, больше вот настаивают на еще чаще, чтобы проводились эти мероприятия. А есть, которые вот в стороне держатся, им это не надо, неинтересно. Зачем это надо, для чего, типа, наши праотцы не занимались ассоциациями, не продвигали культуру через ассоциации. Есть и такие, есть, которые, типа, по религиозным мотивам это неприемлемо для религии. Я вот смысл, правда, не понимаю в этом плане. Ну вот всего у нас хватает. К сожалению, из тех ингушей, которые здесь живут, большая часть как бы сторонятся. Причина, я не знаю, у каждого своя причина. Судить их
винить их я просто не могу, это их право. Но есть, которые только так поддерживают и хотят дальше даже поддерживать. Еще даже бывает, что вот иногда вот сами или через кого-то идеи подкидывают, а может вот это сделаем, а может так сделаем. Ну, Если в твоей ассоциации молодежь? молодежь тоже есть До в 35 ассоциации, есть дети даже, вот, ну, ассоциации как бы юридически можно записываться только с 18 лет, как бы сказать. А вот несколько детей даже есть, которые записаны с 18 лет, которые тоже вот приходят, но дети это приходят. И есть люди, которые посещают наши мероприятия, не являясь участниками ассоциации, потому что ассоциация, когда проводит мероприятие, у нас же двери открыты для всех желающих. Это не только участники ассоциации, но когда вот приходится выносить какое-то решение, обсуждать именно, вот эта цель только обсуждение, точку выводят только участники ассоциации. Но, естественно, конечной точкой ставит руководитель ассоциации. Потому что у нас как бы по ассоциации есть и свой устав, свои правила, есть и внутренние правила ассоциации, которые мы сами утвердили, сами и ставили. А как относится здесь вот французская власть к тому, что вот вы решили сделать ассоциацию? Она как-то помогает вам развиваться? Даже учитывая то, что мы когда создавали ассоциацию только надо было 3 недели, чтобы на рассмотрение документов, мы через неделю получили подтверждение от префектуры, что ассоциация одобрена, это уже считается, что власть нам помогла. А другое, администрация города, когда мы запрашиваем залы для проведения мероприятий, то, что идет на уступки, выделяет нам зал, помещение, так как у нас своего, к сожалению, в данный момент еще нету своего центра, но вот на день мероприятия нам выделяется зал. Для этого мы считаем, что власти нам этим помогают. Даже вот на последних 2 мероприятиях даже сам мэр города посетил наше мероприятие. А так даже бывает, что сотрудники администрации приходят, смотрят, что, как, к чему. Вот день ассоциации у нас был. Сам, опять же, мэр города посетил наш стенд, который сказал, что вот мы хорошо работаем, стенд ему понравился. Кстати, вот еще отметил, что сувенир, который мы ему еще дали, статуэтку башни, что он его сохранил. И поблагодарил, что типа он узнал, не знаю, по интернету и как-то, что это для нас значит. Да, так символ, что, да, символ, да. народа. Вот. Поэтому я считаю, что нам помогают. Так. Мы же не лезем ни в политические, ни в религиозные спорные вопросы, поэтому да, ни спорные вообще не лезем. Мы чисто продвижение, сохранение культуры ингушского народа за пределами. И все. Поэтому, наверное, скорее всего, поэтому у нас и нету этих проблем. Смотри, Михаил, Ингушетия находится в России. Соответственно, французская власть молодцы, вас поддерживают, я услышал. А как-то вот со стороны России, конкретно Ингушетии, местной власти, есть поддержка в плане, вот и реквизит, например, нужен, да? Там, национальные костюмы, я думаю, на выставке, либо ну, что-то вот ингушское, там, по истории, книги, я не знаю. Вот есть поддержка со стороны Ингушетии? Именно от государственных властей, естественно, нету. Дело в том, что мы только отправили официальное письмо Министерству культуры на имя министра культуры Льяновой Залины. Мы отправили, это письмо было отправлено 8 мая, и мы получили, по-моему, где-то в июле официальный ответ, что они получили письмо. Мы написали письмо о представлении, цель ассоциации, представиться, что вот во Франции есть такая-то ассоциация, и мы официально отправили письмо со страницы ассоциации. И также получили ответ, что мы опубликовали на нашей странице. Это есть и отправленное письмо, и полученное письмо. Вот, пока в данный момент мы сами официально помощи еще не попросили. Так сказать, есть ассоциация ФИАРа. Она занимается восстановлением костюмов, курхасов. Вот они нам, например, прислали книги, которые связаны с Ингушетией, да? Целый там багаж был, ну, ящик был, штук 20 книг они нам прислали разных направлений. Так, с Ингушетией, естественно, официально мы не получали, да, несколько картин получили. Одна художница нам прислала 10 картин, сама нарисовала. Есть художница из Москвы Эльмира Куштова, которая от себя подарок прислала для ассоциации. Картины тоже, несколько картин прислала, которые, кстати, мы их выставляем. Есть один орел, который выставляем, символ Ингушетии, свободы, да. Есть волнушки, которые она сделала, тоже создала такие камешки мелкие, как бы, ну, красивые картины, которые мы тоже выставляем все время. Вот частники, вот частные лица, вот они нам помогли. Есть Фатима Саутиева, которая вот детские работы нам прислала. Естественно, мои домашние братья, сестры по просьбе покупают там сувениры, магниты и доставляют их для передачи
для перевозки во Францию. Один земляк наш их привозит для ассоциации. То, что он привозит безвозмездно. Тоже это сильная поддержка для ассоциации. А официально от государства мы сами ничего еще не просили, если честно сказать. Но как бы и не получали, естественно, по этому поводу. Михаил, еще такой вопрос. Когда будет ближайшее мероприятие? Ближайшее мероприятие у нас планируется на конец октября. Это будет день по погибшим, день памяти жертв погибшим 1992 года, «Черная осень». Так. А касаемо культуры, традиций, обычаев ингушей? А вот культурную выставку мы примерно вот планируем на месяц декабрь. Надеюсь, у нас это получится сделать. Если у нас получится, вот в планах вот так. Но до этого в ноябре у нас есть еще, мы ждем приглашение на форум ассоциации посольства. И также мы ждем Посольство России? Посольство Российской Федерации в Париже, которое проводит каждый год. И также мы ждем на ноябрь месяц, нам обещали прислать приглашение в другой город. Это Нант или Страсбург. Мы ждем подтверждения оттуда, чтобы тоже получить официальное приглашение о получении помещений для проведения культурной выставки. Ну и вот я хочу еще от себя сказать, Михаил на самом деле большой молодец, да, что он создал здесь ассоциацию Галгай-Глиги, потому что это помогает далеко за пределами России, Ингушетии сохранить ингушскую культуру, традиции, обычаи, в том числе язык, потому что ингушский язык один из исчезающих, не только в России, к сожалению. Да, в мире. Это сегодня очень важно. И я человек, который 6,5 лет говорит про Ингушетию, не являюсь ингушом, я дружу с ингушами, тоже за то, чтобы сохранить культуру малых народов, которые проживают сотнями и сотнями лет на территории России, которые вместе с Россией. И даже если они живут за пределами, видите, тут тоже проявляется свой патриотизм. У Михаила есть свои дети, с которыми, я надеюсь, познакомимся. Его сын учится в Сорбоне, ингуш. Видите, какой молодец. Этим Ингушетия, и в том числе наша страна, может гордиться. Сорбонна является одним из самых лучших университетов, и это одно из самых лучших образований не Франции, а всего мира. Поэтому это достойно, конечно, уважения. И, соответственно, помимо ингушей, да, вот и Магомед азербайджанец, да, о выставке и о твоей ассоциации узнают другие народы. У меня и даже в ассоциации есть пара чеченцев, которые тоже состоят официально в ассоциации. И также есть чеченцы, которые тоже поддерживают мою деятельность. Особенно сильно поддерживают, когда проводим мероприятия, связанные с 23 февраля. Это как бы коснулось и чеченского народа, и ингушского. Эти люди приходят. Единственное, вот да, к сожалению, бывают такие вопросы. Почему вы не вешаете чеченский флаг? Почему вы это делаете? Почему так? Ну, находятся такие. Но я вот объясняю для тех, кто не понимает. Ассоциация ингушская. Пожалуйста, поймите вот это. Естественно, я не сдавался, не просил документы как чеченец. Я не приехал как азербайджанец. Я не приехал как русский. Я сдался как есть своими данными. Ингуш. Я попросил документы. У меня только возвращение на работу. Нету ни политического документа. Я создал ингушскую ассоциацию. Вешаю рядом французский флаг, потому что мы находимся на территории Франции. Завтра, если буду проводить мероприятие в Москве, естественно, повешу российский флаг. Посольство иду, естественно, там российский флаг стоит. Буду в Баку ездить, там повешу азербайджанский флаг. На той территории, на каком мне предоставили место. Это надо понимать, тут не надо быть каким-то знатоком. Пожалуйста, вот эти вопросы уберите. Это только для разжигания, для только упреков. Это лишние вопросы, которые я их просто мимо пропускаю. Мне просто жалко тех людей, которые вот глупо, тупо это вот подтверждают такие же слова, повторяют снова и снова. Вот здесь нужно иметь, так сказать, взаимопонимание и взаимоуважение. И да, не обижаться ни в коем случае. Конечно, это абсолютно нормально. И за границей, да, нужно быть едиными и друг друга поддерживать, а не разъединяться. Вот мы сейчас сидим в машине, я русский, Магомед, повторюсь, азербайджанец, сейчас у меня будут к нему тоже вопросы. Вот два ингуша, а мы говорим с вами на одном русском языке. У нас русский язык, на понятном языке все. Да, объединяет. То есть мы обмениваемся мнениями, да, культурой, новостями. Это очень здорово, мы же не спорим. А сейчас бы, если Магомед говорил на азербайджанском, я на русском, вы на ингушском, ну разве бы у нас получился диалог? Я думаю, что нет. Вот. Теперь у меня вопросы к Магомеду, который у нас за рулем. Магомед, смотри, ты не ингуш. Расскажи так вкратце, как ты познакомился с Михаилом и в целом, как тебе пришла идея и как ты попал в ассоциацию Галгай-Глиги. С Михаилом я познакомился около, примерно 15 лет назад. На тот момент я работал в торговом центре, в той местности, где живет Михаил.
И мы с ним познакомились вот так в торговом центре, перекинулись пару словами, вот так подружились. Со временем мы познакомились с семьями, дружим до сих пор. Насчет ассоциации, Микаэл на тот момент, когда создавал ассоциацию, ему нужно было, чтобы вступали в ассоциацию люди, и он ко мне обратился, спросил ли мне, интересно ли это, или могу ли я этим помочь. Естественно, я согласился по своей дружбе к Микаэлу, и я состою в ассоциации ингушей во Франции, в Галгагливе, как секретарь ассоциации, участвую во всех организациях, которые организовывает Микаэл. Мы ходим, мы бывали с ними в российском посольстве, и в Азербайджанском доме культуры участвовали, и в ЮНЕСКО, естественно. Как бы вот так я попал в ассоциацию. Ну, получается, что укрепляешь тем самым дружбу народов между Да, конечно. здесь же диаспорой, да, и ингушской. Да. Это очень здорово. Я надеюсь, что с тобой получится поснимать про жизнь азербайджанцев во Франции. Вот. Да, конечно. И посетить какое-то мероприятие, о котором вы мне рассказывали вот вчера, когда встретили. Мероприятие намечается 18 числа этого месяца, будет проводиться в ЮНЕСКО. А я еще, Концерт. да, я хочу подчеркнуть, что как раз-таки про символ Ингушетии, это ингушские башенные комплексы, они находятся под охраной ЮНЕСКО. Охрана ЮНЕСКО. Да, поэтому это получится даже как-то символично. Ну что, у нас на часах уже время к обеду, да, идет. Микаил, который вчера меня с Магомедом встретили в аэропорту Орли, пригласил на обед к себе домой. Ну что, друзья, я приехал с двумя Магомедами к Микаилу в гости. Он пригласил на обед. Я приехал не с пустыми руками, чисто так символически. Привез кусочек Ингушетии, да, сувениры, ингушский мед. Хамзе большой-большой салам из Франции. И ингушский чай. Но куда без ингушского чая? Он даже во Франции бывает. Ну и без чапельга даже во Франции никак. Вот. Женщинам, девушек снимать нельзя. У Микаила есть и сыновья, и дочка, и жена, которая все это вкусно приготовила. Потому что пахнет очень вкусно. Магомед уже очень хочет скорее начать трапезу и так далее. Микаил, от меня, от ингушского народа, скромный сувенир. Ингушский чай, мед от Хамзы. Это у него пасеки в горах. Вот, да. И так, чтобы пахло здесь... Да, Ингушетия у тебя в доме, в квартире. Ну вот, смотрите. Обязательно попробуем. Да, даже можно сегодня, да. Это ингушский чай, горный чай. Он пахнет очень вкусно. Ты можешь... Книга, да. Да, думаю... Она пригодится, да, в культурный центр. Музей Ингушетии, ассоциации, да, именно вот нашей ингушской ассоциации. Ну и вкратце, я думаю, что Микаила я просить не буду рассказывать, что здесь на столе, я расскажу я, потому что я здесь все и так знаю. И знает Магомед. Символ второй Ингушетии, ради чего, в принципе, я и приезжаю в Ингушетию, это чапельк. Чапельк вы сделали, я вижу, наверное, с творогом. Да, с творогом. Бывает с картофелем. И еще хингал, он делается с тыквой. Дук халтым – это вареное мясо, это говядина, и бульон к нему. Салат оливье во Франции, но мы тут уже обсудили эту тему, это даже русский салат, его можно так назвать. Ну и тоже закуски разные. Вот так по красоте. Микаил, тебе огромный сахалт и твоей жене за вот такой вкусный ингушский чай. И знаешь, я как будто себя в Ингушетии все равно чувствую. Только у ингушей можно прийти с подарками, да, вкусно поесть и подарки еще получить. Микаил вместе со своей семьей сделал такой вот презент каждому из нас. Тебе большое спасибо еще раз, Баркал. Душевно посидели, душевно поговорили, но некоторые моменты нельзя для публичного, так сказать. Да. Ну, мы ничего секретного противозаконного не говорили. Мы не спорим, не ругаемся насчет политики, не призываем к политическим действиям. Мы просто тихо сидим спокойно за столом, за чаем, как говорится, обсуждаем
только культурные действия, культурные проекты. Ну Также- давай уж греха, мы не будем тут делать и таить. Мы говорили про жизнь ингушей в России, в Ингушетии. Я рассказывал про то, как живут Но ингуши. это само собой, без этого никуда Да. не деться. К моему большому сожалению, от Микаила я узнал, что он всю ингушскую культуру в виде экспонатов, картин, истинга, книг и так далее хранит в своем гараже, потому что у него нет постоянного, нормального места, где можно взять и открыть по-хорошему ассоциацию ингушей во Франции. И в принципе во Франции нет такого места, чтобы можно было взять и приехать как в музей или как в офис, да, и посетить ингушскую ассоциацию. Хотя многие говорят, что есть такая. Я проверил. Такой истории ни у кого нет. И вот Микаил как раз-таки хочет все это организовать. И дай бог, чтобы у него все сложилось и получилось. Потому что это не дело вот так хранить всю историю ингушей. Нужно все-таки помочь Микаилу. Мы с трудом нашли 2 манекена, когда первый раз делали выставку. А почему? А потому что покупать как бы по карману било, а бесплатно их никто не дает. А потом в итоге получилось, что сейчас здесь 4 манекена, учитывая то, что я их уже дважды поменял. Как вот лучший манекен попадается, я вот ставлю, выкидываю. Потому что хранить его места нету, а 4 манекена, я думаю, мне это достаточно. Потому что у меня 4 национальных костюма. Один этот комплект с курхавсом, чухи, 2 мужской-женские. И одна одежда, мы виду, как бы старинная одежда показывать. Вот. Ну, дай бог, чтобы у тебя все это хранилось уже... Она должна храниться, она должна Ассоциация передаться дальше, ингушетии, кто будет да. этим заниматься. Кто будет заниматься? Будет кто-нибудь. Сын? Дети мне помогают, сыновья помогают, дети. Он стесняется, но я его чуть-чуть покажу. Чуть-чуть. Он очень скромный. Да. Типичный ингуши. это Мне называется. вот когда на выставках приходится, вот мы утром вещи увозим с ним, старшего отправляю, чтобы по магазинам, там мясо надо закупить, там хлеб, вода, все такое. И вот доставляем вещи. Все это как получается. Если будем смотреть, что не получится, нет, главное, чтобы хотеть, идти вперед, получается. Да, не так, как бы хотелось. У меня, Хотелось, знаешь, естественно, какая лучше, сильнее хотелось. В голове фраза сейчас крутится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Получится, А да. вот хотелось бы по этой теме не мучиться, потому что ты же это делаешь не для себя как хобби. Ты представляешь свой народ. Ну как получается, меня другой никто, стране. меня никто не заставил, меня никто не упрекнул, меня там не оплатили, чтобы я это делал. Это не работа. Вот вчера бы ходили к Азербайджану, они же делают, у них Да, много у что, них у них и шикарно поддержка, всё. да. Ну, все получится, я думаю. Получится, иншаллах. Получится. Да. Вот так началось мое путешествие во Францию. И это только начало. А вот чтобы не пропустить продолжение, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, поддержите лайком, если вдруг вы забыли. Ну и, конечно же, делитесь своим мнением от увиденного и услышанного. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь, задавайте у меня здесь их внизу в комментариях. Ну а меня по-прежнему зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Всем мир, увидимся. Пока.